чем-то помочь ей, там плесень, значит, там, не знаю, снять верхнюю часть, зацементировать. Подвал мокрый, она жалуется, подвал сырой, поэтому плесень. Ну, откачать можно воду? Мы изучим, Ахмут Али Макшипович. Доглас действуется, я думаю, никто тебе... Найди в небюджетные какие-то средства, но реально помогите. Принято. Во время прямого эфира глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал поручение, которого многие ждали годы. Поводом стал отчаянный звонок жительницы Сунжи Эмина Газгиреева. В прямом эфире описала невыносимые условия, в которых уже много лет вынуждены жить жильцы дома 72А по улице Демченко. Наша съемочная группа отправилась по адресу, чтобы увидеть все своими глазами. То, что мы застали, сложно описать словами. Стены с черной плесенью, отслаивающаяся штукатурка, просевший пол. На камеру согласилась поговорить только мать заявительницы, Роза Албакова. Ее квартира – это готовые декорации к фильму ужасов. Стены, покрытые сыростью, пол под ногами не самой безопасной конструкции. Атмосфера, в которой трудно просто дышать, а не жить. Плита шхалижихцы чохкрыш. Уже тигдани хагуж трескала землетрясение. Амхули. Так, халери. Я мотик. Хожу я мотик. Яра кеджахакер. Кеджахужакер да тухи плесин да я гюхмлян. Эшкиржик да укус. Я мчада ёликер. Хожу я уже вообще ахартыш лахта. Я плинту сажу. Ам пеня цепен. Ашмуй я лахтышхол. Снаружи картина не лучшая. Монолит дома просел, фундамент осыпается, и это не просто визуальная оценка. Официально дом давно признан аварийным и после 2019 года включен в государственную программу переселения. В этих стенах, грозящих обрушением, ютятся 5 семей. Процесс запущен, средства уже выделены. В течение 3 лет большинство ветхих домов будет переселено. То есть в течение 3 лет эти жители 100% будут переселены? Да, которые включены в программу переселения, признанных аварийными после 2019 года. Но жители жалуются не только на условия в самих квартирах. Отдельная история – подвал. Именно о нем и говорили в эфире. И к нашему приезду здесь уже кипела работа. Мэрия направила технику и рабочих, чтобы расчистить этот очаг антисанитарии. И даже сейчас сюда невероятно сложно зайти. Запах стоит такой, что перехватывает дыхание. Понятно, что отсюда сырость поднимается по стенам прямо в жилые комнаты. Окзовах невозможно, да. Тиношка, гири хамахалинги, гири хахулужаха, сырость чогла. تشغل كوارتيرشك ده حدا المحتوتش حجاجلو دينينا عند каким-то образом телевидение ее шольга оценяется з подъезд лагаш тигичи хид тискиш бяхиш мотиге я хамаштик атус сак хачвал ви дик муда дахие цакди зяц положение ишти уз маргин гошу не дерик кол я вахр Хант аз в 2012 году и церксо под квартиру яхай. В мэрии, впрочем, отметили, формально обязанность содержать подвал в порядке лежит на жильцах. Мол, они выбрали самоуправление вместо договора с управляющей компанией. Есть протокол, где они отказываются от управляющей компании. Данная форма предусматривает по закону, если домовладение менее 34 квартир, они имеют право выбрать одну из форм управления. Но зададимся простым вопросом, как заключить договор, если в ветхом доме живут всего 5 семей, и собрать деньги на все непосильная задача. Ситуация, конечно, патовая. Тем не менее, по поручению главы республики территорию расчистили, невзирая на формальности. И все же главное это не подвал, а появившаяся надежда, уверенность в завтрашнем дне. Дано обещание расселить жильцов в течение 3 лет. Их наконец-то услышали. Обращение зачитать, тик бог мал бячана дал рясхал Махмуд Али Калиматова док баркал ал ёсу хавин глава Аслан Умаров Массахана на встречу бог знаха ан докут разми ихай без внимания этот цакка вопрос дерге хамыш дулой укус но ханте ветхое жилье дерге же дадах диз Yok программе удужмейер, ережек ох энерти нужды. Тигден сак, цахмяхат, сихах переселить дитхояхас, кахмяхат. В 26 году
100% переселение хоги гулк деды хожд де аны арца яни тхон администрации яни глава вяну зам вяну бергиш телевидение дал саг дол двезендел дал мялях дол чо. И хотя до обещанного переселения еще несколько лет для жителей дома номер 72А, эти годы впервые за долгое время будут прожиты не в отчаянии, а в ожидании перемен к лучшему. Адам Мережков, Хасан Евлоев, Магаз 24.